Джеки Чан, сказал, что мне повезло, что я всю жизнь занимаюсь тем, что мне нравится, и мне еще за это платят деньги. Вот я точно так же могу присоединиться к этим его словам. Наш педагог по истории театра и костюма Ирина Ефимовна Димова, очень ей за это благодарна. Она вот сказала: Венер, тебе бы хорошо бы на узбекфильм, ну, то есть в кино. У тебя такое какое-то киношное отношение ко всему. И вот она помогла, у нее там были знакомства, она помогла, и я попала туда вот на киностудию. У нас несколько человек там было. Как раз начался период независимости Узбекистана. И, понятное дело, новому государству нужна своя история. И начинаются съемки исторических фильмов. Я отработала на киностудии достаточно времени. У меня 8 полнометражных фильмов. Я к орнаменту здесь уже пришла. Пришла именно в силу того, что я стала заниматься костюмами для фольклорной студии. Это был 97-й год. Первый спектакль в Крыму на крымско-татарском языке. И первый раз в Крыму после депортации тогда праздновался Наврез. И где? В Севастополе. Нужно было мне создать курсы по вышивке, потому что еще живя в Узбекистане, моя мама очень хотела научиться вышивать золотом. И для того, чтобы вот свою маму научить вышивке, я вот эти курсы первые организовала. Но смогла их организовать только после знакомства с Халидой Кипчаковой. Тогда орнаментальной базы такой не было. Тогда чтение орнаментов только-только начиналось. Еще мы по крохам собирали все эти знаки и символы. У нас задача, чтобы промыслы были, чтобы народные мастера были, потому что профессиональные художники, чтобы они действительно пропагандировали национальную культуру, им нужно в национальной культуре вырасти. А ее должны создать как раз народные мастера, те, которые дома для себя, для своей семьи выполняют эту работу. Вот с 2010 года у нас регулярно группы обучаются. Ну, считайте, за 9 лет у нас где-то 330-350 учеников вот тут училось. Национальные орнаменты или народные орнаменты у любого народа, не только у крымских татар, они настраивают на правильное отношение к жизни, на правильные ценности жизненные. То есть и это самое главное. Если человек неправильно ориентирован, у него ничего в жизни не будет получаться. Счастье именно в правильных жизненных ценностях. Ценности – это семья, как оно банально бы ни звучало, это любовь к родине, это любовь к своему народу, это любовь к ближним, это созидание, это не разрушение. Когда я попадаю в залы, где идет выставка старинных каких-то наших предметов, особенно с орнаментами, вышитые, так это всегда однозначно, уже не я одна это говорю, я понимаю, что оно включается, потому что через какое-то время у меня в этом зале начинают мурашки по коже бежать. То есть это 100% идет подключение к той важной системе, которая идет на уровне полевого, что ли, такого, положительных энергий. Это очень важно. А представьте себе, что это в каждом доме, это есть. Мы сейчас в нашей нервной жизни приходим такие все возбужденные, психованные, злые на начальника и так далее. Пришли домой, а у нас дома такая красота. И мы успокоились, мы вспомнили о том, что у нас есть близкие, дети, родители. И это программа, которая на подсознательном уровне уже живет в человеке, в девушке. Ей закладывается программа ее поведения как матери, как жены, как потом бабушки. То есть она понимает, что у нее будут разные циклы в жизни, что у нее будут разные ответственности.
Я всегда говорю о том, что нужно допускать тот момент, что вот если бы не было депортации, как бы развились наши виды искусства. Да, нам повезло, что они законсервировались, и что мы можем сегодня старинные виды шитья получить вот, ну, как бы в неиспорченном виде. А второй момент, а если бы не было, то как бы они бы развивались? Они бы, во-первых, развивались там, ну, скажем так, в ногу с общими тенденциями современного. Если бросить камень в воду, и начинают идти круги, да, вот я считаю, мы сейчас бросили камень. И нам нужно теперь понимать, что этот камень настолько хорошо брошен, что вот эти бы круги пошли. Вот сейчас пошли пока только первые круги. Нужно это делать на высоком уровне профессиональном. То есть вот нам нужно повышать свой профессионализм, что это было на общеевропейском уровне. Не какие-то убогие эскизы, не какие-то там миленькие, но домашние визуализации. Это должно быть хорошо, качественно, профессионально сделано.